Здравствуйте. На телеканале «Новый век» программа «Вызов 112» в студии Эльвира Фазлиева. И сегодня мы расскажем, какой вердикт вынес суд мужчине, обвиняемого в изнасиловании и убийстве бывшей жены. Право журналистов присутствовать в зале судебного заседания. Покажем, как полицейские раскрыли 2 убийства, совершенные 20 лет назад. И жертва мошенников. Я взяла трубку и как будто услышала голос сына. Пенсионерка лишилась всех своих сбережений. Это и не только. Прямо сейчас. Верховный суд Татарстана сегодня вынес приговор 39-летнему Ильнару Гимранову, признав его виновным в изнасиловании и убийстве своей бывшей жены в декабре минувшего года. Причиной была ревность. Супруги разошлись из-за привязанности мужчины к азартным играм, но любить женщину он продолжал и не смог смириться с тем, что у нее появился новый ухажер. Из зала суда материал Айрата Назипова. Право журналистов присутствовать в зале судебного заседания. Еще до начала судебного заседания Ильнар Гимранов тщательно прятал лицо и просил суд удалить из зала прессу, но судья просьбу не удовлетворил. Согласно уголовному делу, не устраивало его и поведение бывшей жены после развода, причем до такой степени, что мужчина убил ее в ее же квартире в декабре минувшего года. У них осталась 6-летняя дочь. В ходе расследования уголовного дела было установлено, что 23 декабря 2020 года злоумышленник пришел в гости к своей бывшей сожительнице, где на почве ревности сначала изнасиловал ее, а затем избил и задушил на балконе. Смерть 32-летней женщины, как установила экспертиза, наступила от механической асфиксии. Следователи установили, убийство он решил замаскировать под суицид и повесил тело женщины на балконе. Забрав из квартиры драгоценности и деньги, скрылся с места преступления. Ущерб составил около 35 тысяч рублей. Когда Ильнара Гимранова задержали, он рассказывал, что потратил деньги на девушек легкого поведения и уверял, что экс-жену не насиловал. Все было по взаимному согласию. Убийство признал, но частично. Суд же посчитал большую часть его показаний несостоятельными. Отношения между бывшими супругами были явно не идеальными. К примеру, во время их совместной жизни Гимранов постоянно проигрывал деньги на азартных играх и, чтобы подправить свое финансовое состояние, выгнал дочь с женой на улицу, а сам продал комнату, в которой они проживали. Помимо убийства, изнасилования и кражи, мужчину обвиняли по статьям угрозы убийства и незаконное проникновение в жилище. Однако по этим 2 статьям подсудимый был оправдан. В итоге его отправили в колонию строгого режима на 18 лет. Также он обязан выплатить матери погибшей 1,5 миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда. Айрат Назипов, Наиль Абдулин, Вызов 112. 12-летний ребенок отравился неизвестным веществом в Набережных Челнах. 7 сентября мальчику стало плохо в магазине. Очевидцы вызвали скорую помощь. Ребенок был с интоксикацией госпитализирован. Известно, что мальчик и его мать состояли на учете в отделе полиции. Прокуратура Автограда начала проверку по факту отравления ребенка. Надзорное ведомство проверит работу органов системы профилактики, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. При наличии оснований виновные будут привлечены к ответственности. Убийство 20-летней давности раскрыли полицейские Казани. Напомним, в прошлом месяце стражи порядка задержали 4 участников преступного формирования «Борисовские» по подозрению в убийстве лидера ОПГ соседнего региона. Работая над расследованием этого дела, полицейские выявили еще одно похожее преступление того же времени. Обо всем по порядку Елена Соляхова. Этого момента мужчина боялся целых 20 лет. Его, как и еще 3 участников ОПГ «Борисовские», подозревают в убийстве 44-летнего жителя Чувашии в октябре 2001 года. Фамилия, имя, отчество? Янов Игорь Евгеньевич. Дата рождения? 18.04. Следствие установило, что ровно 20 лет назад в Казань приехал лидер организованно-преступного формирования Новоюжновский из города Чебоксары. У него был конфликт с членами группировки «Перваки». Мужчина обратился к соратникам из группы «Борисовские» с просьбой помочь урегулировать проблемы. Разговор подкрепили спиртным. В ходе посиделок чебоксарец стал плохо высказываться в их адрес и сомневаться в их возможностях. Мужчине этого не простили. Гости вывезли садовые товарищество, где убили, выстрелив в голову, и захоронили. Через год члены группировки, используя экскаватор, изъяли тело убитого из почвы, а останки сожгли. На след подозреваемых вышли спустя 2 десятилетия. 3 участников тех событий во всем сознались и активно сотрудничали со следствием, из-за чего их не стали отправлять под стражу. Арестовали только непосредственного исполнителя убийства.
Все это время криминалисты вели раскопки с помощью бура и георадара на территории базы швейной фабрики на улице Тихорецкая. Через месяц они раскрыли другое преступление, совершенное в том же году, но с совсем другими участниками той же группировки. В дальнейшем оперативники также установили причастность участников преступного формирования «Борисовские» к убийству одного из лидеров данного преступного формирования, совершенного весной 2001 года. По данным полицейских, трое других участников группировки в апреле 2001 года убили 27-летнего жителя Казани. На данный момент установлено, что преступление было совершено на почве передела сфер влияния в криминальной среде города Казани. Мужчину вывезли на территорию базы, где каждый из участвовавших в убийстве выстрелил ему в голову из пистолета. После этого тело было закопано. В этом убийстве подозреваются 3 человека. Все они решением суда отправлены под арест. Елена Саляхова, Айрат Назипов, Наиль Абдулин. Вызов 112. В Мамадышском районе жизнь пожилой женщины спас пожарный извещатель. Ночью в селе Верхний Сунь загорелся дом 85-летней пенсионерки. Огонь быстро охватил одноэтажное бревенчатое строение. Услышав звук пожарного извещателя, хозяйка проснулась и успела выйти на улицу. Пострадавших нет. Площадь пожара 51 квадратный метр. Предварительная причина возгорания – нарушение правил устройства и эксплуатации печей. Как напоминают в МЧС, за 5 лет пожарные извещатели спасли от гибели 155 жизней. Казанская пенсионерка лишилась почти 50 тысяч рублей, желая помочь сыну. Рано утром у нее зазвонил телефон, и якобы сын сообщил, что стал виновником смертельной аварии. А полицейский, который продолжил разговор, заверил, что проблему можно решить, но за деньги. И хотя 73-летняя женщина знала о таком способе мошенничества, она все же поверила в эту историю. Юлия Гоголева узнала, что аферисты по-прежнему пытаются обмануть жителей Казани. Я взяла трубку и как будто услышала голос сына. Пожилой женщине позвонили на домашний телефон в 7 часов утра. Едва проснувшись, она услышала взволнованный голос и была уверена, что звонит ее сын. Затем трубку взял незнакомец, который сообщил страшную новость. Якобы ее сын спровоцировал аварию, в которой погиб человек. Но сказал прямо, проблему можно решить деньгами. Сотрудник милиции сказал, может сына выручить за деньги 500 тысяч. Я как пенсионер сказала, у меня денег нет. Но сколько есть у вас дома? Я нечаянно назвала сумму. По новостям, по телевидению вы слышали то, что таким образом совершаются мошеннические действия? Да почти каждый день про это говорят люди. Все меня перепугало. У меня все мысли вылетели, что у меня есть родственники, могу позвонить. Просто вылетело из головы. И слушала этот телефон в конце концов. Женщина взяла 48 тысяч рублей, дождавшись инструкции, вышла с ними из квартиры, а потом передала незнакомцу. Все это время злоумышленник заставлял ее не класть трубку. Лишь после передачи денег она поняла, что это обман, и обратилась в правоохранительные органы. Полицейским удалось найти посредника. Им оказался 31-летний таксист. В ходе допроса он пояснил, что утром ему поступил заказ на улицу Кулгали. По пути в назначенное место ему позвонил незнакомец, который рассказал, что такси вызвал он. Звонивший объяснил водителю, что необходимо забрать наличность у его мамы, так как ему срочно понадобились деньги, а сам он находится в Тамбове. Таксист сделал все, как попросил незнакомец. Забрал деньги у пожилой женщины и перевел их через банкомат на продиктованный счет. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Злоумышленники еще не задержаны. Как полагают полицейские, они все еще продолжают обманывать казанцев по одной и той же схеме. У правоохранительных органов есть данные, что подобных попыток обмана было несколько, но не всегда они были успешны. Многие им не верят и понимают, что это обман. Юлия Гоголева, Айрат Назипов, вызов 112. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Обо всех происшествиях вы можете сообщать нам по телефону 570 50 50 или на мобильный 898 69 112 112. Также мы доступны в социальных сетях. Присылайте видео, снятое вами. В студии была Эльвира Фазлиева. До встречи и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.